съемочная группа телепередачи «Тайная история» приехала в Дом-музей имени Дмитрия Гулия. Мы хотим познакомить наших телезрителей с очень интересными артефактами. Зуля Ивановна, вот это вот первая наша комната, с которой вы обычно начинаете экскурсии, и вот сразу бросается в лицо вот этот алфавит. Расскажите нам о нем. Этот алфавит создан генералом, как пишут источники все наши, генералом русской армии. Вот. Ну и добавляют к тому, что он был всемирно известный лингвист, очень уважаемый кавказовед, который занимался языками народов Кавказа, который изучал их быт, нравы. Вот. Для многих из них он создает свой алфавит, свои алфавиты для них он создает. Вот. И многие благодаря именно ему получили эти алфавиты, и имеют сегодня письменность и возможность развиваться. Это Петр Карлович Услар. И Услар, и другой очень известный знаток кавказских обычаев, народов. Вот. И он тоже заинтересовался, узнав, что у абхазов нет алфавита, и им стало интересно. Вот. И они впервые, вот Петр Карлович в частности, создает вот этот алфавит в 1862 году. Вот, алфавит собран из многих график. Здесь и русские буквы встречаются в первую очередь, и латынь встречается, и грузинские буквы встречаются. Вот. Но самое главное, что Петр Карлович так и не смог выучить абхазский язык до конца и использовать его так, как это полагалось бы, предположим, для обучения детей, которые вообще не знали, что такое радости письменности, радости чтения, не знали. Вот. И это сложно было, конечно, для них, хотя мы всегда отмечаем, что это огромный шаг в деле просвещения нашего народа. В конце концов, Мы это говорим, первая попытка звуки да, абхазские конечно, переложить в буквы. Конечно, потому что обучение-то шло, всегда было в церковно-приходских школах, где дети русскому языку, на русском языке и на грузинском в основном велись эти службы. Вот они слышали, видели письменности, и слышали речь и так далее, но именно абхазской письменности не было. И вот, да и времени не было никогда у абхазского народа. Они всегда защищали свою землю, должны были воевать, отстаивать ее. И этого времени не было. И представляете, имея историю своего народа более 2500 лет, мы отмечаем это, вплоть до второй половины XIX века не получили. То есть вот это была первая попытка, 1862 год. А потом другой генерал Бартоломей тоже создает тоже свой вариант, но те же ошибки, что и здесь, не учтены были все звуки, не все звуки, а вообще звуков абхазского языка, потому что они не сумели их изучить. Хотя вот помогали им и представители нашей интеллигенции, Смел, Эшба, Георгий Курцикидзе и так далее. Они все помогали, но выучить язык так и не сумели. Ну, здесь вот экспонаты, они тоже для нас очень важны. Это вот и книга о кавказских языках, это и устав общества по ликвидации безграмотности среди абхазов именно, вот, который сыграла большую роль и который большую помощь в свое время в будущем оказывает всячески. Благодаря помощи этого общества Дмитрий Гулия выпускает. Вот. Несмотря на то, что он был не совсем удачный, но он важен именно как первый эксперимент. Как шаг, который сделан на основе именно этого алфавита.
потом не того, а вот именно этого алфавита Дмитрий Гулия вместе со своим учителем, который методически, Константин Давыдович Мачаварян, ему методически помогал. Вот. И он ему эту мысль дал, давай, говорит, а Дмитрия всегда мучила это вот. Мучила, что у его народа нету этой возможности. Он же уже грамотный был немножко, закончил горскую школу. Вот-вот он должен поехать учиться дальше, опять-таки по настоянию Константина Давыдовича. И он все время думал о своем народе подспутно. Все, что он, ну, как губка буквально впитывал, все, что он видел, с кем он общался, все это записывал, и все это его волновало, безусловно. И когда ему подали такую мысль, он с удовольствием взялся за это дело. Создаст свой алфавит. Мы знаем вообще из биографии Дмитрия Гуля, что он с самого маленького детства, всегда умный отец его, Урус Гуля, всегда его за ручку подводил к стульчику маленькому, сажал и говорил: сиди и слушай. И необыкновенно смиренный, необыкновенно послушный ребенок сидел часами и жадно впитывал все, что говорилось. И, естественно, предметы абхазского быта, которые сегодня вы здесь видите, они по сей день бытуют в наших деревнях, вот пользуются этой деревянной самшитовой костяные ложки. Это вот такая конусообразная корзина для сбора винограда и вообще фруктов. Это такая вот миска деревянная, она предназначена исключительно для теста, вот, ничего другого в нем не делалось. Вот эти ложки, такие уникальные ложки, кстати, они вот не очень глубокие, вот, эти ложки принесены сотрудниками музея, вот, подарены. Сделаны они, Ахиба Хусейн такой был, старичок, у которого были 2 дочери. И эти 2 дочери принесли вот нам, подарили эти 2 ложки. Вот, сделаны они из костей. Предназначены, хочу сказать, что главное, супы особо абхазы не ели, а танрамжозер, геозер, они это пили из более глубоких, а вот эти именно ложечки, они для кислого молока предназначены. Вот здесь я еще хочу вам показать древнейшие музыкальные инструменты абхазов. Это вот абхерца, это смычковый инструмент из 2 струн. Само слово абхерца в переводе с абхазского означает тот, кто идет впереди. Вот, по-видимому, легенда существует, наверное, конечно же, под звук и под аккомпанемент этого инструмента в бой шли абхазы, да, вот впереди шел солдат на нашем языке, который вот под аккомпанемент, да, абхейцо, зашахо, ашахо, ахкихо, агиртицерхо у нас продолжалось все это. И другой инструмент аюма называется. Он напоминает внешне арфу, такие же мягкие, красивые. Вот такие 2 древнейших инструмента, которыми пользовались абхазы в древности. Вот. У нас, во всяком случае, есть еще более древний инструмент. Это в Большом музее нашем, там их огромное количество в большом изобилии. Мы в курсе, что Дмитрий Иосифович был в махаджирстве, что и он был потом возвращен, но всех тонкостей мы, конечно, не знаем. Расскажите нашим телезрителям, пожалуйста. Весь Кавказ почти пострадал, вот, а особенно те, кто были на берегу моря, вот, жили на берегу моря. И вместе с ними, конечно же, и наш народ понес тяжелейшие такие утраты в связи с этим. А такая народность вообще была самая близкая такая к абхазам. Это убыхи, которые населяли район Сочи-Адлер. Вот в промежутке там за одну ночь, представляете, за одну ночь не стало целого народа.
Вот, обманутые своими князьями, они ринулись туда, куда им сказали, да, не выразив никакого протеста, буквально поверив только своим вот этим князьям. И это была, конечно, трагедия. Несколько раз опустошали почти, и многие другие районы Абхазии, и другие народности тоже были на грани катастрофы, вообще полного исчезновения, потому что по всей Абхазии, по всем прибрежным особенно пострадали села, города и так далее. Вот в связи с Дмитрием Гулия самое большое последнее выселение это во время русско-турецкой войны 1877-78 года. Это было самое большое выселение с территории Абхазии абхазов. Вот. Здесь экспонаты, которые свидетельствуют об этом. Вот. Это и изображения филюк, на которых их увозили, это и группа, вот, фотографии группы абхазов, которые вот ждет своей участи, и типы поселений, которые они уже образовывали, будучи на территории Турции. Дмитрию Гулия было всего-навсего 3,5 года. То есть, если он родился в 1974 году, в 1977 ему неполных 4 года было с несколькими месяцами. Вот. Но он настолько был умничка, настолько был прозорливый ребенок, что он на всю жизнь запомнил. Во всех подробностях он пишет о том, как турецкие янычары зашли в их дом, как они сожгли этот дом, и что вообще с ними, куда их погнали к берегу моря и так далее, и так далее. Отец Дмитрий Гулия сумел, подкупив турецкого рыбака, добраться до Батума, а потом в течение года он добирался до своих родных мест со всеми перипетиями судьбы, как говорится, которые во всех подробностях описаны в его замечательной поэме «Мой очаг». Буквально пошагово он все это описывает. Вот. Он вернулся к себе на родину, но земли уже, там, где он жил, уже были заняты князьями. Вот. И он попросил главу, да, чтобы ему разрешили хотя бы на противоположном берегу устроиться, чтобы он мог хотя бы смотреть на то место, где он раньше жил. Вот. И с этого времени больше никогда не покидали они Абхазию. Вот. Ну, а когда пришло время учиться Дмитрию Гулия, по окончании горской школы, по предложению и по настоянию, скорее всего, этого Константина Давыдовича Мачаваряни, Дмитрий Гулия поступает в Горийскую учительскую семинарию. Эта семинария была очень известная, она по всему Кавказу, в ней учились очень многие со всего Кавказа. И это было счастьем для него. И он, конечно же, с большим удовольствием, хотя домочадцы его с плачем, с ревом, особенно женская половина, отправляли его туда, но он за счастье это посчитал. И это подтвердилось, когда он приехал туда, поступив в эту учительскую семинарию, приехал туда, он встретил там своих земляков, и Фому Эшба встретил, и Николая Джанашия встретил, вот, который... Когда заболел Дмитрий Иосифович тифом, несколько месяцев спустя, он, к сожалению, заболел тифом, и с ним сидел в этой больничной комнате, сидел у кровати Николай Джанашия, который тоже очень любил, он по происхождению был абхазцем и очень любил фольклор, записывал всегда, и все, что касалось абхазов и абхазцев, был очень таким большим патриотом. И Дмитрий Гулия, когда выздоровел, он хотел поступить снова и восстановиться в этом училище, закончить его, Горийскую учительскую семинарию. Не пришлось, потому что
У нас вот здесь экспонат висит, который гласит о том, что якобы горийский климат не подходит Дмитрию Гуле, потому его не принимают в учительскую семинарию снова. И случилось так, что все одно к одному, как говорят в народе. Случилось так, что в течение года он потерял своих родителей, бабушку потерял. Вот, и на его попечение остались двое младших, брат и сестра. Что же делать? И он возвращается к себе в Абхазию. И вот с этого времени начинается его трудовая деятельность. А что для этого нужно было? Иметь звание учителя. Он экстерном сдает экзамены, чтобы получить это звание учителя в школах на Абхазии. Вот. И получив это звание, он едет работать в школы Абхазии, но параллельно все время думает о создании алфавита, по которому дети бы учились. Вот какие-то вот с русского текста на абхазский язык мучился, можно сказать, обучая детей грамоте. Вот. Тот алфавит, который был, он несовершенен, мы знаем по каким причинам. Да. Вот. И было трудно. Нужно было срочно что-то придумывать. И вот вместе со своим учителем он придумает вот этот алфавит в 1891 году. Вот посмотрите, здесь он очень удобный. Здесь вот и большие буквы, и малые буквы есть. И самое главное, все звуки абхазского языка отражены. Да, это самое главное было. И было легко в обучении. А ему всего-то было 17 лет. И вот в 1892 году, уже через год буквально после алфавита, он создает вот эту книжечку «Абхазская азбука». С этого времени абхазские дети, мы можем с правом сказать, что стали заниматься и учиться на своем родном языке. Хочу добавить к этому, что именно в этот период Дмитрий Гулия носил с гордостью всегда свою одежду. Вот, он всегда не сменял ее, черкеску носил всегда. Вот. И когда ему пришлось позже уже переехать в Сухум и одновременно работать и в женской гимназии, и в реальном училище, и в учительской семинарии, собственно, он здесь недалеко жил. Базар был тогда, рынок был в центре города. Вот, и он в 2 шагах буквально к площади вот проходил по этой полицейской улице, тогда называлась она так, и к площади проходила. Если свернуть направо, то была женская гимназия, это где 2-я школа сейчас, например. А если свернуть влево, то это было реальное училище, это вот где сейчас, да. А если право через площадь, то есть прямо через площадь идти, то это была учительская семинария. Да. И здесь в учительской семинарии очень плодотворно и работал, и никогда в течение всей жизни всегда вспоминал о ее учениках, о ее учителях. Ему было очень там интересно, вот именно интересно было работать с ними, потому что среди учеников нашлись те, которые любили писать стихи, которые были привержены больше к литературе заниматься. Вот. И Дмитрий Гулия из среды этих учеников собирает в свое время, чуть-чуть попозже, когда уже советская власть в Абхазии установилась, собирает свою первую театральную труппу. В эти же годы хочу сказать, что именно вот это все то время после возвращения из Гори в Абхазию и до конца своих дней он занимался самообразованием. Вот мы говорим, он учитель, предположим, первое, куда он пришел учить детей, это были греческая школа была. Но чтобы греческих детей научить абхазскому языку, предположим, ему приходилось выучить и греческий, чтобы им переводить это, что означает это говорить и так далее. Вот. И вот это самообразование, он около 5 языков знал.
населявших Абхазию народностей, около 5 языков знал великолепно. На армянском говорил, на греческом, на турецком говорил, вот, на грузинском, естественно, потому что все обучение в приходских школах, а он был учеником приходской школы в начале, вот, велось на грузинском языке, естественно, русский сам. Ну и вот все это помогало ему. Зуля Ивановна, вот общеизвестно, что абхазцы относятся к тем народам, которые одними из первых приняли благую весть христианства. И, насколько нам известно, Дмитрий Иосифович был первым переводчиком Евангелия. Расскажите нам об этом. Вот, ему предложили, вызвали его и предложили войти в комитет по переводу церковных и богослужебных книг. Для него это было, конечно же, новым совершенно, потому что он обычно занимался служебными какими-то переписками, учительствовал в первую очередь, потом помогал крестьянам, помогал тем, другим, третьим, десятым, все нужды. И когда ему предложили, он же, конечно, согласился, но с опаской. А кто, говорит, будет в комитете? Еще кроме меня, да, спросил он их. Кто же будет в комитете? Да, говорит, будут люди, которые хорошо знают абхазский язык, например, вот, представители интеллигенции, вот, которые умеют читать и так далее. Так ему ответили. А как же, говорит, мне быть с переводом? Я так понимаю, говорит, перевести придется мне все это. Наверное, говорит, наверное, так и будет, да, ответили ему. И он фактически, будучи в комитете, самостоятельно почти работал над этими книгами, да. Это Евангелие и Требник. Но прежде для работы он, естественно же, после разговора этого побежал в книжный магазин и купил все, что ему было необходимо. То есть Евангелие, которое он купил тогда, и до сих пор в семье, правда, хранится, но эта книга есть, которую он купил и над которой работал. Вот. Он купил и на греческом языке Требник и Евангелие, он и купил, и Коран купил также, вот, и на древнерусском купил. В общем, собрал все книги, которые только возможно было собрать в Абхазии, и начал работать. Очень себя ответственным чувствовал, работая над этими книгами. Вот. Не просто переводить, он старался донести значение каждого слова. Первая супруга его была Чхеидзе, Серапион Чхеидзе, житель села Чгярда, вот, куда он приехал, будучи учителем, и влюбился в дочь Серапиона. Позже он женился на ней, но судьба сложилась так, что она была необыкновенно красавица, и отец Серапион с удовольствием ее отдал за него. Супруга скончалась во время родов. Да, и малыш умер, и она скончалась, к сожалению. В зимний период были роды, и от холода вот, она заболела, и не сумели спасти. И он спустя 10 лет только подумал о том, чтобы создать семью. Вот. И вот спустя 10 лет, в 2011 году, он женится на Елене Андреевне Бжалава. Вот. Это дочь сухумского мещанина. Выделил ему, кстати, вот этот участок, на котором вот такой вот продолговатый дом, кажется, гулевский. Вот это был участок, принадлежавший Андрею Бжалава. Он ему сказал, а там уже вот эта стена была, и там другие люди жили, другой двор был. А эта земля была пустая. Он говорит, ты только будешь стеночки достраивать, и так построишь себе дом. И свадьбу сыграл отец ее, Елены Андреевны, пышную свадьбу на весь город почти. Вот. И жили они недалеко, сняли комнатку временно, но всячески он хотел свой дом, чтобы был, и с благодарностью всегда вспоминал, если бы не он не помог. А абхазцев было тогда очень мало. Несколько человек на берегу здесь, которые жили. Вот. Да, мало абхазцев было. И иметь свой дом, это еще и престижно было.
вот, ко всему тому. Да. Он это очень хотел. Что хочу сказать, в 2012 году выходит вот эта книжечка, над которой я вот в процессе всего этого одну фразу самую главную не сказала, что он никогда в жизни не бросал писать стихи, потому что еще будучи ребенком он слышал «Ажинрала куэхцертракуэй» называется. Хцертра – это шутки, поговорки, связанные с сатирой на князей и людей, любивших пожить за чужой счет, бездельников и так далее. Этот сборник с удовольствием спокойно выпустили в Тифлисе. В 2012 году у нас своей типографии не было, и потому его спокойненько выпустили. Она сыграла свою огромную роль, эта книга. Она положила начало нашей художественной литературы. 1912 год. С выходом этой книги выросла наша литература. С 2012 года вот по сей день небольшой отрезок времени, предположим, вот, прошел, но очень выросла наша литература на уровень других литератур, других народов. Мировых. Встала, да, и мировых в том числе. И другой сборничек в 13-м. Вслед за этой книжечкой вышла вот эта. Называется «Любовная переписка юноши и девушки». Это куплеты, которые молодые люди друг другу писали, письма. И вот очень был популярен сборничек, и композиторы сочиняли на них свои мелодии. Вот Иван Лакербай на патефоне играли. И до сих пор они самые любимые в народе, очень часто их поют. И юноша пишет девушке: «По-абхазски не принято это, но себя не могу превозмочь. Ты источник прекрасного света, ясный день мой и темная ночь. Брови тонкие, словно два лука, ты и месяц, и солнце само. Ты моя дорогая голубка, я молю, будь поближе ко мне». Так он пишет девушке. И она ему кокетливо отвечает отказом. Он продолжает письмо писать, другое, третье и так далее. В конце книжечки они приходят к согласию. И вот это очень, повторяю, очень была популярна эта книжечка у народа. Вот. И по сей день сочиняют на них свои уже более в современном виде, но свои мелодии. Итак, легендарная газета «Апсна». Это ее первый выпуск. Это ее первый выпуск. У нас экспонировался ее первый номер, но нужна была реставрация. Мы заменили 4-м номером, но это вот так вот выглядела наша первая газета «Апсна». В переводе с абхазского, знаете, что так абхазы называли свою землю. Вот. Газета была в основном литературного направления. Вот. И социальные вопросы в основном освещались в ней. Вот. И такого политического никакого она подоплеки никакой не имела, потому при самом разгуле меньшевистской власти она существовала. 2 года просуществовала. И первым ее редактором, самое главное, о чем хочу сказать, организовал выход этой газеты. Это же очень подтягивало всех сюда. И организовал ее Дмитрий Иосифович Гуля, был ее первым редактором и организатором этой газеты. В 19 году просуществовала она 2 года всего. Вот. А с установлением советской власти в Абхазии с 21 года она стала называться «Апснакапш». Но что хочу еще чуть-чуть сказать о том, что на ее страницах начинали вся наша классическая литература. Все наши классики впервые стали печататься именно здесь. Помимо их произведений и другие социальные заметки проникали. Но иногда и были такие вещи, как вот статьи Дмитрия Аланя или Самсона Чанба. Тоже редко, правда, но тоже проникали. Вот. Она была очень интересная газета, которая освещала все международное положение на всем мире, что существует, где, кто, когда Врангель напал туда и поехал туда и так далее, и так далее. Много разных вещей. Спасибо. Зуля Ивановна, спасибо вам большое за очень интересную экскурсию наших телезрителей. Я думаю, будет это очень полезно. Дело в том, что наша жизнь, которая так стремительно набирает обороты,
Даже в этих условиях, мне кажется, необходимо прикасаться к нашим первоистокам. Надо знать историю, чтобы понимать современность.